Карин, в первую очередь хочется спросить не как может быть должностное лицо, да, не как уполномоченный по правам ребенка, а как многодетную маму в первую очередь. Да. Вот этот вот клип, он вообще на вас какое мог впечатление произвести? Я понимаю, что нормальный человек это нормальное впечатление не произведет, да? Вот что? Вообще, конечно, реакция – это шок. И до этого по долгу службы мне приходилось знакомиться с творчеством данного персонажа, как и ему подобных. И когда кажется, что дно уже все, и мы пробили его, в это время снизу постучали. Мне вот очень жалко детей, которые участвуют в этом челлендже в социальной сети TikTok. И самое страшное, что некоторые девочки-подростки делают вот эти характерные движения в присутствии своих мам, и все вместе веселятся, и так вообще все прикалываются и хайпуют. Вот что самое ужасное. Мы аппаратом уполномоченного по правам ребенка подготовили соответствующее обращение в прокуратуру Республики Татарстан и требуем оградить детей от вредной информации в соответствии с законодательством нашей страны. И искренне надеемся на то, что не то, что маркировка должна стоять 18+, а вообще вот, этого кстати, не должно быть. Здесь вот в этом клипе даже нет этой маркировки. Да, но это вообще никому не нужно, потому что даже взрослым это все смотреть. Но если будет маркировка 18+, опять-таки, как мы проконтролируем, чтобы дети в тех же самых социальных сетях, на Ютубе, не смотрели это видео. Вот почему я выступаю за запрет регистрации в социальных сетях до 14 лет, а с 14 до 18 согласие родителей. Именно для того, чтобы у детей просто не было возможности это все посмотреть. Ну как, соцсети же тоже, они там паспорт не требуют. Вот каким образом это все решается сначала на законодательном уровне, а потом уже с технической стороны тоже все это легко сделать и проконтролировать. Главное, чтобы для этого была политическая воля. Когда данный персонаж с 3 шестерками на лбу становится амбассадором известного банка, это тоже, давайте согласимся, что что-то с этим не так. И наше молчаливое согласие, что означает? Одобрение. То есть непротивление злу – это тоже зло. Поэтому мы в данном случае должны ужесточать законодательство и требовать соблюдения того закона, который есть сегодня. Смотрите, да, вот он же ведь кумир вообще этих вот подростков, да, тысяч, там, сотен тысяч, может даже миллионов подростков. То есть это может быть востребовано, это уже где-то может быть уже глубже, может мы что-то уже упустили. Ну, конечно, упущено очень многое, потому что данный персонаж является героем нашего времени для современной молодежи. У него же помимо шоу-бизнеса еще огромное количество других бизнесов, он преуспевает. Самое главное, что это далеко не глупый мальчик. Это парень с мозгами, который сам, кстати, придерживается в своей жизни традиционных семейных ценностей. Я вот собрала волю в кулак и посмотрела интервью Дудя, которое более 2 часов. И когда моя старшая дочь 18 лет увидела, что я слушаю это интервью в наушниках, она говорит: «Господи, мама, что я увидела, как это мне развидеть?» Потому что она была в шоке, она говорит: «Как ты вообще можешь слушать эту грязь?» И я рада, что я услышала от своей дочери именно такие эпитеты в отношении этого урода. Это самый настоящий урод, который зарабатывает на самых низменных каких-то инстинктах и который вполне осознает, что он делает. Он рассказал о том, что он уже много лет живет со своей девушкой, которую он любит. И он рассказал о том, что он ей не изменяет. В то же самое время его песни просто полны разврата и иных деструктивных смыслов, которые он пропагандирует. Если человек на концерте посылает на 3 буквы своих фанатов, которые пришли к нему в ночной клуб, наверное, это говорит о том, что не только с ним что-то не в порядке, но и с этими людьми, которые просто получают удовольствие от того, что их публично посылают. Вот в то же время, да, мы же вот не сможем детей, каждый шаг их контролировать, да, вот я не знаю, как из этой ситуации вообще нам выходить, вот вам, как вот многодетной маме, да, как вы можете контролировать своих детей. Воспитание ребенка сродни, вот очень хорошая аналогия, вот если мы представляем, что мы берем сырое яйцо, кладем его в руку и выставляем руку вперед. Вот так нужно ребенка держать, чтобы не слишком сильно сжать, потому что тогда яйцо разобьется и вытечет, но и не слишком расслаблять эту руку, потому что тогда оно выкатится и также пострадает. Что мы можем сделать, например, на уровне, допустим, нашей республики? Запретить концерты его, он же ездит с концертами. Вообще основной источник дохода данных деятелей – это живые концерты, они приезжают, собирают залы, собирают стадионы. То есть перед этим разогревают как раз в этих социальных сетях, да, все это. Да, причем не только запретить присутствие детей, потому что иногда бывает технически невозможно проверить, а просто запретить, не позволить ему на территории нашей республики выступать с этими ужасными песнями, от которых вообще один только вред. Он пропагандирует алкоголь, наркотики, половые связи со всеми подряд. Он пропагандирует просто полнейшее падение в никуда.
То есть все, вот, что есть самого ужасного в жизни, он все это пропагандирует и делает из этого культ. А дети смотрят, открыв рот, на те миллионы, которые он зарабатывает, и думают, что вот так нужно делать для того, чтобы стать успешным, известным и богатым. То есть здесь мы как-то должны все объединиться вместе, да, вот и какие-то государственные Мы органы, должны объединиться, общественные. да, но если будут выполнять свою работу хорошо люди, которые отвечают за эти моменты, это тоже будет здорово. То есть сотрудники органы прокуратуры, полиции, Следственный комитет, те же самые общественные деятели, а главное депутаты. Ну вот если представить, да, что вот этот вот, я не знаю, как назвать, вы правильно сказали, да, персонаж, если он нас смотрит, вот что бы вы ему сказали, что мы можем сказать вот сейчас? Уважаемый Алишер, пожалуйста, завязывай свои грязные проделки, пока до тебя не добрались руки правоохранительных органов, а мы им в этом поможем.